Руси мою страх, жило предание в веках, память святую хранит, горных отрогов гранит. Память святую хранит, горных отрогов гранит. Там он далеко, где тих морской прибой, там где-то сербское войско бьется с несметной ордой. Снова на поле, на битву вышла рать, кровью исходит последний, милая Сербия мать. Кровью исходит последний, милая Сербия мать. В горы юнцы идут, будто молитву поют, каждому доля своя, живела Руссия. Каждому доля своя, живела Руссия. Каждому доля своя, живела Руссия. Слава!
всех вас объединяет одна общая идея. Отношения между Сербией и Россией должны стать основой для процветания и благополучия Сербии на ближайшие десятилетия. Ali među svima vama postoji jedinstvena misao i ideja o tome da svi želimo u budućnosti procvat naših naroda, Rusije i Srbije. Точно так же, как поверьте мне, я искренне верю в то, что в этом мире у России не так много твердых и верных союзников в сердцах людей, как их есть в Сербии среди тех, кто сидит в этой аудитории. Uveren sam da u svetu ne postoji tako mnogo ljudi koji su blisko vezani i sa takvom ljubavlju se odnose prema Rusiji, kao što je to srpski narod i kao što su to ljudi koji večeras prisustvuju ovdje. Именно поэтому я хочу сегодня говорить с вами о тех проблемах и тех возможностях, которые существуют не отдельно для Сербии и отдельно для России, а для наших стран вместе. I zato ja večeras hoću da se obratim i da razmotrimo probleme koji su zajednički i za vas i za nas i koje mi zajedno u budućnosti treba da rešimo. То, что нас может объединить уже сейчас, это общая история, общие ценности, возможность сотрудничества в области экономики, образования, бизнеса, воспитания молодежи. To što je za nas zajedničko je istorija, kultura i nastojanje da zajednički rešavamo probleme u budućnosti vezano za privredu, obrazovanje i sve ostale segmente života. То, что сейчас происходит на Украине, еще раз показывает, что в этом мире очень трудно найти настоящих друзей и этих друзей удержать в той ситуации, когда по отношению к России страны Запада ведут очень жесткую, агрессивную конкуренцию. Ono što se dešava u sadašnje vreme u Ukrajini govori o tome da je vrlo teško u svetu naći prave prijatelje i da je vrlo teško u sadašnjim okolnostima u svetu rešavati probleme koji se nalaze pred nama. Мы видим, что и в Сербии доминируют те политики, которые ведут страну по другому пути. Mi vidimo da i u Srbiji danas postoje političari koji imaju nameru da Srbiju odvedu u nekom drugom pravcu. Но это не означает, что представители гражданских обществ России и Сербии не могут обсуждать вопросы, не могут строить совместные проекты, которые позволят нам сохранить дружеские отношения и упрочить их, даже если политические элиты думают по-другому. Ali to ne znači da naša društva, i srpsko i rusko društvo, ne mogu da nađu izlazi, ne mogu da nađu puteve saradnje u cilju rešavanja tih problema koji se nalaze ispred nas. Сейчас Россия, Казахстан и Беларусь в январе 2015 года запускают новый экономический проект. U neposrednoj budućnosti, zapravo sada, upravo sada, Belorusija, Rusija i Kazahstan započinju jedan novi zajednički projekat. И он называют Евразийский экономический проект. I on se naziva Eurazijski ekonomski projekat. Но значение этого проекта гораздо больше, чем только сотрудничество в сфере экономики. Ali značenje tog projekta je mnogo šire nego prosta saradnja na ekonomskom planu. Это общие ценности, общие мотивы развития. Если хотите, это общая идеология нашего будущего. Radi se o opštoj ideologiji naše budućnosti, ne samo o onim pozitivnim stvarima koje bi trebalo da se činjava život. Россия и Казахстан обладают огромными запасами газа и нефти. Rusija i Kazahstan imaju ogromne rezerve gasa i nafte. Но мы не хотим быть сырьевыми придатками Европы и США. No mi ne želimo da budemo prosto nalazištem sirovina za zemlje zapada. Наша задача состоит не в том, чтобы оградить наш рынок от конкуренции иностранных товаров. Naš zadatak nije samo da ogradimo naše tržište od robe koja dolazi sa zapada. Наша задача состоит в том, чтобы создать на пространстве Евразийского союза экономику, соответствующую реалиям 21 века.
Naš zadatak se sastoji u tome da na teritoriji Euroazije, znači na teritoriji ovih zemalja koje sam prebrao, napravimo takav ekonomski sistem koji će biti u skladu sa zahtjevima 21. veka. Это новые рабочие места. To su nova radna mesta. Это высокотехнологичное производство. To je proizvodstvo visoke tehnologije. Это конкурентные товары, которые будут пользоваться спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. To je proizvodnja konkurentne robe, konkurentne u svjetskim razmjerima. Но самое главное, это спокойное и уверенное будущее для наших детей. I to je, znači, gradnja sistema ekonomskog koji će pružiti našim društvima i našim pokolenjima bezbednu budućnost. Думаю, что каждое из этих положений созвучно тому, что бы хотели сербы для своих детей и самых близких. Mišljenja smo da i za ljude u Srbiji sve ovo što je navedeno predstavlja jedan kvalitet koji žele da obezbede sebi i svojim pokolenjima. Россия не ставит условия, на которых мы готовы принимать такие страны, как Армения, Киргизия, в Евразийский экономический союз. Rusija se trudi da napravi dovoljno pogodne uslove kako bi taj savez mogli da uđu i države kao što je Jermenija i Киргизия. Мы понимаем, что есть страны, в которых нет такой развитой экономики и нет возможности распорядиться своими ресурсами, чтобы создать нормальные условия для людей. Mi mislimo da u tim zemljama za sada ne postoje normalni uslovi za razvoj ekonomike i korišćenje ljudskih resursa u tim državama. Мы готовы помогать этим странам для того, чтобы создать условия для их выздоровления. Mi smo spremni da pomognemo tim državama kako bi se situacija popravila i kako bi se stvorili uslovi za njihov napredak. И мы понимаем, что в этом выздоровлении нуждается и сербская экономика. I nam je jasno da se u istoj takvoj pomoći, da isto takvu pomoć je potrebna i Srbiji. Мы знаем, что Россия реализует в Сербии такие важные проекты, как Южный поток. Mi smo u toku, znači poznato nam je da Rusija realizuje u Srbiji velike projekte, među kojima je i Južni tok. Но это только одна сторона вопроса. Ali to je samo jedna strana stvari. Мы рассчитываем на то, что и сербские аграрные производители, Mi računamo i na srpske poljoprivrednike и легкая промышленность Сербии, i laku industriju Srbije и сфера туристических услуг i sferu pruženja turističkih usluga. найдет новых потребителей на рынке Евразийского экономического союза. Koji bi svi mogu da nađu nove potrošače na tržištima država koje ulaze u sastav. И это та задача, которую преследуют все люди, уважающие сербскую и российскую историю. I to je zadatak kome će biti privrženi svi ljudi koji poštuju srpsku i rusku istoriju. И понимающие, что мы и те, кто сидит в этом зале, союзники и единомышленники. I koji razumiju da smo svi mi, računajući nas koji smo u ovoj sali, prijatelji i jednomišljenici. Я знаю, что в Сербии плохо понимают реалии нынешней России, реалии евразийского проекта. Nama je jasno da se danas u Srbiji slabo razume realnost sadašnjeg vremena i stanja u Rusiji i na prostoru Evroazijskog saveza. Не потому, что люди не хотят этого знать, просто потому, что средства массовой информации не дают объективной или вообще никакой информации о том, что происходит в нашей стране. I takva situacija nije nastala zato što ljudi ne žele to da znaju, već zato što je karakteristično odsustvo informacija o takvim stvarima. Именно поэтому вместе с нашими друзьями и партнерами из Сербии мы хотим запустить новый проект. I zbog svega toga, mi želimo sa našim prijateljima u Srbiji da započnemo jedan novi projekat. Евразийского информационного центра. Radi se o Evroazijskom informacionom centru, в котором каждый из вас может получить объективную информацию как о евразийском проекте, так и о том, что происходит в России. Putem tog centra svako od vas i od nas će biti u prilici da sazna pravu i podrobnu, potpunu informaciju o aktivnostima u vezi
Euroazijskog komunikacionog centra i Euroazijskog пространства. Но есть еще одна проблема. Međutim, imamo još jedan problem. В Сербии молодые люди хорошо говорят по-английски, по-немецки, на других языках Европы, но в отличие от старшего поколения почти забыли русский язык. U Srbiji gotovo svi i deca uče raznorazne strane jezike, engleski, nemački i tako dalje, a ruski jezik je na neki način zapostavljen. Мы можем быть ближе друг к другу тогда, когда в прямом и переносном смысле говорим на одном языке. Bićemo bliži jedni drugima ako budemo u budućnosti govorili i služili se jednim jezikom. Почитаем общих героев и святых. Ako budemo odavali poštu zajedničkim herojima i svecima. Мыслим будущее наших стран как тесных и дружеских союзников. Ako budemo mislili o našim zemljama kao pouzdanim i tesnim saveznicima. Именно поэтому мы планируем открыть в городе Нише I zbog svega toga naš plan je da u gradu Nišu русский гуманитарный центр и библиотеку. Ruski centar humanitarnih, zapravo društvenih nauka i biblioteku. А также постараться организовывать встречи общественности города Ниша. I da se potrudimo da organizujemo u Nišu, u javnosti Niša, С наиболее известными российскими писателями, поэтами, деятелями культуры и историками. znači saradnju sa najpoznatijim predstavnicima ruske kulture, politike, istorije i uopšte društvenim ljudima koji se bave društvenim delatnostima. Мы не политики, не государственные деятели, но поверьте, что с большим уважением относимся к Сербии, как к стране, которая всегда была другом и союзником России. Mi, iako nismo državni činovnici, mi se, verujte, odnosimo prema Srbiji sa potpunim uvaženjem i kao iskrenim prijateljima. И мы надеемся, что это отношение, дружество и взаимное уважение найдет место и в ваших сердцах. I mi se nadamo da će isto tako osjećanje uzajamnosti i uzajamno poštovanje naći mjesto i u vašim srcima. Пока мы начнем с 2 проектов, но я надеюсь, что в будущем Mi za sada, znači, započinjemo sa ova 2 projekta, ali se nadamo da ćemo u buduće возникнет экономическая основа, которая позволит сказать: dakle, da će se u buduće napraviti, saznati takva osnova koja će nam omogućiti благополучие сербов зависит от того, как строятся их экономические отношения с Россией. Znači, omogućit će nam svakojaki napredak, a kako će se to desiti i kako će se to odvijati, zavisit će od stepena odnosa između Rusije i Srbije. А Россия становится сильнее от того, что ее верным и надежным союзником является Сербия. Rusija i u Rusiji uopšte ljudi shvataju da Srbija predstavlja nekoga koji je najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Rusije. Спасибо. A sada imamo priliku da čujemo Juliju Jakuševu, zamjenika generalnog direktora Politikološkog centra Sever i Jug, rukovodioca analitičkog odeljenja na Moskovskom državnom univerzitetu, od 2010. godine naučni savjetnik katedre istorije bliskog Zagraničja na Istorijskom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Poštovani kolege, dragi prijatelji, здравствуйте. Я первый раз в Сербии, в отличие от Алексея Викторовича. za razliku Aleksija Viktorovića Vlasova, ja se nalazim prvi put sada među vama. И хочу сказать вам, в лице всего сербского народа,
Большое спасибо за гостеприимство, за теплую встречу, за ту отзывчивость, которую аудитория нам дарит со вчерашнего дня, когда мы были в Новый Сад, и до сегодняшнего. Ja hoću da se zahvalim za topao prijem, za dobrodošlicu na koju smo ovdje naišli i uključujući ono što smo doživjeli u Novom prvim redom od takve jedne situacije, znači stradaju i imaju štetu ekonomija i preduzeća u Srbiji. Мы надеемся на то, что здравый смысл возобладает и экономическое сотрудничество между Сербией и Евразийским союзом будет нарастать. Nadamo se da će zdravi smisao da pobedi i da će uprkos svemu u budućnosti ekonomska saradnja između Rusije i Srbije da raste. Потенциал в этой сфере огромный. Potencijal je ogroman. И главный результат, который должен быть достигнут в рамках такого сотрудничества, это повышение уровня жизни, повышение качества жизни каждого простого серба. I osnovni rezultat koji bi trebalo da se dostigne takvom saradnjom je povećanje kvaliteta života u Srbiji, među građanima Srbije. Далее, очень важный аспект, который Алексей Викторович уже затронул, это сотрудничество в гуманитарной сфере. Također vrlo važan moment je moment koji je gospodin Vlasov započeo, a to je saradnja u sferi društvenih наука. Здесь большая проблема прежде всего с тем, что мы очень мало знаем друг о друге, особенно это касается молодежи. I tu se pojavljuje problem ili činjenica da mi jedni drugima malo znamo, to se posebno odnosi na mlade ljude. В России изучают сербский язык и культуру Сербии у нас на факультете, на историческом факультете МГУ. U Rusiji, na nekim fakultetima, kao što je to Istorijski fakultet Moskovskog gosударственnog univerziteta, na Filološkom fakultetu izučavaju studenti srpski jezik. Мы знаем, какой огромный интерес у сербов есть к России, к русскому языку, к русской культуре, к русской истории. Upoznati smo koliki je interes u Srbiji za izučavanje onoga što je vezano za Rusiju. К сожалению, не хватает для этого бесплатных курсов русского языка. Ali, nažalost, nedostaju besplatni ili kursevi koji bi bili potpomognuti, kursevi, pre svega obuke mladih ljudi u ruskom jeziku. Не хватает площадок для того, чтобы молодежь Сербии и России общалась. Nedovoljno je prostora, odnosno nedovoljno je sala u kojima bi se takva predavanja držala. Поэтому что мы можем предложить в этом направлении для решения этих проблем? I zato mi postavljamo sebi pitanje šta mi tu možemo da pružimo, odnosno na koji način mi možemo da pomoći. Ряд проектов уже было перечислено. Neki od projekata su već bili napomenuti ranije u toku predavanja rečenice. Также мы намерены приглашать сербских экспертов, представителей сербской молодежи. Mi nameravamo da pozivamo predstavnike srpske omladine i srpske eksperte. В Москву, в другие города России. Znači u Moskvu i u druge gradove Rusije. Также планируем привозить в Сербию экспертов и молодежь. I također nameravamo da šaljemo u Srbiju eksperte i omladinu. Для того, чтобы происходило общение по наиболее актуальным, болезненным, важным для нас вопросам. Kako bi se uspostavio kontakt i komunikacija omladine i eksperata o pitanjima od obostranog interesa. Кроме того, я бы хотела предложить сербским молодым гуманитариям. I ja bih htjela ovom prilikom da predložim mladim srpskim humanitarcima, zapravo onima koji se bave društvenom sferom delovanja. То есть журналистам, экономистам, историкам, novinarima, istoričarima, ekonomistima, sociolozima. Принять участие в конкурсе работ эссе. Da učestvuju u konkursima. Дело в том, что в
будущем году мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. Sljedeće godine u Rusiji će se obeležavati 70. godišnjica od velike pobjede u Drugom svjetskom ratu. И конкурс будет посвящен теме «Великая победа, добыта единством народа». I znači tim povodom će se organizovati konkurs. Ja прошу повторить вот название. Великая победа, добыта единством народа. Великая победа. Добытая, получена единством народа. Понял. Tada će biti održan veliki konkurs na temu Velika pobjeda koju je ostvario, do koje se došlo jedinstvom naroda. Я думаю, что эта тема очень важна и актуальна для всех стран, которые приняли участие в победе над нацизмом, над фашизмом. I ja mislim da je ta tema vrlo značajna za sve one zemlje čiji su predstavnici učestvovali u ostvarenju te velike pobjede. Это те проекты, с которых мы действительно планируем начать работу с нашими сербскими коллегами. I to su projekti na kojima mi zaista iskreno želimo da radimo sa našim srpskim kolegama. Мы очень надеемся на отклик с вашей стороны. I mi se nadamo da će vaša strana, znači srpska strana, pozitivno odgovoriti na te naše predloge. Мы хотим, чтобы сербский народ понимал, что Евразийский союз – это проект будущего. Евразийский, да? Да, евразийский. Да, значит, мы хотим вас удостоверить, что этот проект, евразийский проект, это проект будущего. Поэтому мы бы хотели, чтобы это будущее было нашим общим и успешным будущим. I želimo da takva budućnost i ta budućnost bude naša zajednička budućnost. Дорога, этот путь, который нам предстоит пройти, он непростой. Put koji nam predstoji do ostvarenja tog cilja neće biti jednostavan. Но в России говорят, что дорогу осилит идущий. Дорогу осилит идущий. U Rusiji postoji takva poslovica, sad prevod, da kažem u slobodnom izvođenju, put će biti utaban uz pomoć onih koji budu prošli tim putem. Поэтому добрый путь. Спасибо вам большое. Želim vam srećan put. Dame i gospodo, sada imate priliku da postavite pitanja gospodinu Aleksiju Vlasovu i gospođici Juliji Jakuševoj. Zbog njihovog putovanja večeras molimo vas da budete kratki i sadržajni. Izvolite. Gospodin. Dobroveče, ja sam Borivoje Ugrinović, sticajem okolnosti radim u radio televiziji. Hteo sam da pozdravim večerašnje goste i da im se zahvalim na trudu, ali i na onome što su nam u kratkim besedama prikazali ove večeri. Hteo bih da gospodina Vlasova i gospođicu Jakuševu pitam zbog čega Ruska federacija ne čini putem ovakvih intelektualaca i predstavnika nauke, obrazovanja i sličnih društvenih delatnosti češće posete, ako ne manjim, a ono bar većim gradovima u Srbiji kakav je recimo Niš. Opšte je poznato da u Nišu, recimo, postoji američki književni ili kulturni centar, potom francuski, engleski i slično, a ne postoji ruski, iako postoji jedno veliko društvo, udruženje rusko-srpskog prijateljstva i brojne stranke i udruženja koje inače imaju potrebe za jednim takvim centrom u kome bi se okupljali i eventualno upražnjavali
zajedničke kulturne aktivnosti. I da skratim, jer će biti još verovatno govornika, da kažem da su ovo odlične ideje koje smo večeras uspeli da čujemo od naših gostiju i nadam se da ćemo ih zaista sprovesti u praksu. Hvala vam puno. Я отвечу на ваш вопрос. Ja ću da odgovorim na vaše pitanje. Проблема в том, что Россия большая страна. Problem je u tome što je Rusija velika zemlja. И на протяжении долгого времени мы пытались действовать через крупные гуманитарные компании, такие как Россотрудничество и Русский мир. I mi smo dugo pokušavali da našu aktivnost, kako da kažem, ostvarimo putem velikih državnih društvenih organizacija koje su postavljene. Но Запад действует в странах Восточной Европы и постсоветского пространства через систему небольших неправительственных организаций. Ali Zapad to isto radi koristeći se mrežom nevladinih organizacija. Которые работают по системе face-to-face. Koje rade neposredno po sistemu licem u lice. Последние годы, 2-3 года, Россия начала менять тактику. I zbog toga je posljednjih 2-3 godine Rusija počela da menja taktiku. И появление нашей неправительственной организации в нише – это доказательство того, что ситуация меняется. I pojava naše nevladine organizacije, ima se u vidu ruske nevladine organizacije sada u Nišu, govori o tome i potvrđuje da ta nova taktika daje nekakav rezultat. Počinje da daje rezultat. Тем более, что аналогичные акции мы уже провели в Нови Саде, Прокупе, ряде других городов Сербии. I tim pre što smo slične akcije već uspeli da sprovedemo u Novom Sadu, Prokuplju i još nekim gradovima. Чтобы конкурировать за умы и сердца людей, нельзя ограничиваться только столицей Белградом. I u cilju osvajanja srca i umova ljudi ne smemo da se usredsredimo samo na jedno mesto na Beogradu. Поэтому считайте, что мы живые свидетели того, как ситуация меняется. I zato računajte da smo svi mi živi svedoci toga da se nešto novo dešava i da se situacija menja. Здравствуйте, меня зовут Мураш Уканович, я председатель учреждения Николай Раевский. Это учреждение делает культурным сотрудничеством России, оно основано здесь, в Нише. У меня только два вопроса. Первый вопрос, когда Евразийский информационный центр будет начат работать? Второй вопрос, мы слышали об возможности, что сербская власть будет стопировать проект «Южный поток», если Европейский Союз это хочет, потому что евробюрократы думают, что Южный поток, проект Южного потока против закона Европейского Союза. Спасибо вам. По первому вопросу у меня есть конкретный ответ, что 15 марта в Сербию приезжает представитель господина Киселева, нынешнего руководителя агентства «Россия сегодня». Mogu da vam saopštim da 18. marta očekujemo u Beogradu dolazak gospodina Kiseljova, predstavnika velike informacione agencije u Moskvi, u Rusiji, koja se zove Rusija danas. И он должен провести здесь переговоры в Белграде, Нише и некоторых других городах Сербии о создании Евразийского информационного центра. I on bi trebalo da provede neke razgovore ovde u Nišu i u Beogradu u vezi sa otvaranjem informacionog centra.
Но уже сейчас начал работать сайт этого центра. Ali već sad je počeo da radi, počeo sa radom sajt tog centra. И с 10 марта на нем будут публиковаться материалы на сербском языке. I od 10. marta na tom sajtu će se publikovati i informacije na srpskom jeziku. Что касается второго вопроса, Što se tiče drugog pitanja, то он, конечно, не к российским экспертам, а к сербским политикам. on naravno nije upućen i ne odnosi se na ruske eksperte, već bi trebalo da bude upućen srpskim političarima. Još jedan odgovor. Я хотел спросить вас, что Россия будет делать, если сербская власть будет решить стопировать проект Южный поток? Можно я тоже напомню? Да. По второму вопросу. Я согласна с тем, что на второй вопрос отвечать, наверное, сербскому народу, но хочу сказать, что, наверное, не сербской власти, а Брюсселю невыгодно, чтобы этот проект был реализован, потому что... Iako ni ruskoj strani ne bi bilo, naravno, ne bi imala korist od toga da taj projekat propadne, ja se slažem da odgovor ipak treba potražiti na srpskoj strani. Укрепление России и ее союзников невыгодно Европе, естественно. Znači, učvršćivanje odnosa Rusije sa svojim saveznicima nije u interesima Zapadne Evrope. Однако мы бы не хотели, чтобы вот такие геополитические проблемы, геополитические причины привели к тому, что пострадают интересы сербского народа. Mi ne bismo želeli da zbog takvih geopolitičkih okolnosti kakve se nameću dođe do štete, odnosno da srpski narod iz toga ima štetu. Но в целом, конечно, наша какая-то оценка или наше вмешательство, естественно, недопустимо, потому что мы всего лишь внешний наблюдатель. Ali naše neposredno učešće u rješavanju tog pitanja nije dozvoljeno, jer mi smo samo oni koji tu stvar sa strane nadgledaju. Как поступит Россия в этом вопросе, предсказать невозможно. Это дело переговорщиков. Давайте начать, дождемся решения. Да, и дождемся той ситуации, когда такие проблемы вообще возникнут. Teško proceniti kakav će biti odgovor ruske strane što se tiče tog pitanja. I predlažemo da sačekamo. Da, izvolite. Zoran Vasić, Radio Televizija Srbije, Radio Televizija Priština. Pozdravim goste, organizatoru, čestitke na organizaciji. Prva osnovna stvar, ono što smo trebali da raščlanimo i razjasnimo danas, jeste da se razmišljanje srpskog naroda razlikuje od zvaničnog Beograda. Gotovo 15 godina je Srbija u okupaciji i stalno postoji mantra Evropska unija. Mi najpre znamo da smo bliži, govorimo, ćemo i da raščlanimo, znači onaj sovjetski savez komunistički, mi smo imali takav problem komunizma 50 i više godina u Srbiji. Sada je Rusija nacionalna država, Srbija ima svoje zvanično stanje i da li je Ruska federacija, najpre u stanju, ne govorimo o velikim projektima, da iznese istinu koliko je Srba, odnosno naših građana, za Evroazijski savez. Hvala. Можете российскому государству помочь установить, на самом деле, количество населения, которое в Сербии за создание Евроазийского союза. То есть, какой способ российского государства помочь еврейским? Я думаю, что это опять-таки не задача для российского государства, а задача для неправительственных организаций. Meni se čini da to ne bi trebalo da bude zadatak ruske države, već zadatak društva u Srbiji.
в том числе тех неправительственных организаций, которые могут создаваться как совместный российско-сербский проект. I upravo te nevladine organizacije koje mi predlažemo, kroz koje mi predlažemo da se ovakvi projekti ostvaruju, mogle bi da pomognu i u ovom slučaju. Znači da se utvrdi koji je broj i procenat ljudi u Srbiji, narodu u Srbiji, за ступanje u takav savez. Не нарушая ни одного закона Сербской Республики, kako se pritom ne bi narušavali tekući zakoni Srbije. такая организация могла бы провести социологическое обследование, которое ясно бы показало, какая доля населения того или иного региона Сербии поддерживает идею Евразийского интеграционного проекта. Znači, predlaže se ovde i govori se da bi takvo pitanje, možda do odgovora takvo pitanje moglo da se dođe putem ispitivanja javnog mnjenja, odnosno putem neke ankete koja bi se sprovela u društvu. Центр тяжести нашего сотрудничества нужно постепенно смещать от крупных политических проектов. Težište naše saradnje bi trebalo polako pomerati sa krupnih državnih projekata взаимодействию гражданского общества в Сербии и России. Na zajedničko dejstvo i saradnju naših društva. Смотрю телевизор, слушаю и глазом. Но нет. Например, я бы слушал русскую то вероятно Спасибо за вопрос. На первый вопрос я отвечу коротко. Россия никогда в своей истории не начинала войну. Rusija nikad nije započela ratom u svojoj istoriji. Никогда. Только защищалась и защищала своих союзников. Даже профилактических, естественно. Ну не бывает. Профилактическая война — это какой-то новый термин. Znači, Rusija nikada nije započela u svojoj istoriji nikakav rat. И нам кажется, что насилие не может являться выходом из проблем. I nasilje ne može da bude odgovor i izlaz iz problema koje nastaju. Даже в самых тяжелых ситуациях, когда нас стеснят, когда Россию ставят в самое неудобное положение. I čak u situaciji kada je Rusija izložena maksimalnom pritisku i kada se nalazi u najnepovoljnijem mogućem položaju, Россия выступает на позициях мира, естественно, демонстрируя при этом, что она в состоянии защититься и защитить своих близких родственных народов, своих близких родственных народов. I na osnovi takve doktrine, znači Rusija ne može da uđe u situaciju u kojoj će nasilno nečega da pokuša nasilnim putem nešto da dobije. Međutim, sa druge strane, učinit će sve da zaštiti svoj narod, svoje ljude i svoju imovinu. Наверное, это все, да? То есть война не может являться средством, панацеей, даже профилактических целей. Znači, rat ni u kom slučaju ne može da predstavlja pravilno rešenje i izlaz iz ove situacije. Что касается второго вопроса, то есть даже отдельная сербская редакция «Радио Россия». Što se tiče drugog pitanja, ja saopštavam da postoji posebna redakcija «Радио Rusija». Вопрос в том, что основным потребителем этой информации на сербском языке является Белград. Radi se o tome što je osnovni korisnik takve informacije na ruskom jeziku Beograd.
Вот. И с моей точки зрения нужно ставить вопрос о расширении зоны вещания российских агентств на сербском языке. I meni se čini da treba da se postavi pitanje širenja zone u kojoj takva jedna radio stanica može da izveštava. Odnosno proširenje te zone. Для того, чтобы жители Сербии могли получать информацию не из одного источника. Kako, znači, na taj način bi građani Srbije dobili mogućnost da informacije dođu ne samo iz jednog izvora. Anton Ulovorić Buco, novinar, korespondent radio televizije, Galaxy i Srbije i Crne Gore. Apropo teme, ja ću prostite, budem govoriti po-srpski, da me razumiju jasnije. Bistvo i dejstvo je što se tiče Srbije, da je malo informisana o Rusiji, a druga stvar, Glas Rusije radi već od početka 90 godina već radi Glas Rusije na srpskom jeziku pored ostalog i još na 60 ostalih jezika i to u 160 zemalja se može čuti čak i srpski jezik zahvaljujući Glasu Rusije iz Moskve. Ovdje smo dobili u stvari informacije od direktnog predstavnika Glasa Rusije o tome kako oni rade i dobili smo neku informaciju o vremenu kada se njihov program može čuti. Tako je. Ja ću pričati na srpskom da ne razumiju sve ovdje prisutni. Ovako, što se tiče gospodinovog izlaganja, naročito se više odnosi pitanje za gospodina Vlasova. Što se tiče ovog izlaganja, da, mi smo upoznati da postoji Glas Rusije, upoznati smo da postoji televizija Voice of Rusija, ali ono što je glavni problem u Srbiji jeste da tu televiziju slušaju samo ljudi koji su, da kažemo, ovde u prostoru i ljudi koji imaju istu takvu ideju kao i mi. Ono što je moj predlog jeste da se ostvare lokalne televizije koje bi davale informacije od lokalnog značaja gde bi postojala medijska interesovanje slušaoca za konstantno gledanje te televizije. I kako bi širu javnost koja je proevropska upoznali sa idejama i sa pravom istinom o Rusiji i u Evrazijskoj savezu. Da li je tako nešto izvodljivo da se uradi po principu na više mesta u Srbiji, barem u pokrajinu celine? Такой вопрос, я думаю, может быть рассмотрен. Mislim da bi ovo pitanje moglo da se razmatra. Но в какой форме и когда он будет реализован, это зависит от объема финансирования. Ali u kakvoj će formi i u kom obimu on da se ostvari, to će zavisiti od obima finansiranja. Например, аналогичный проект по Таджикистану Например, isti takav projekat u Tadžikistanu был в итоге переведен в другой формат. Je bio preformatiran. Телевидение в интернете. Znači, na kraju se prešlo na интернет телевизию. Интернет-телевидение. Есть мнение и в России, и на Западе, что именно интернет-телевидение имеет на молодежную аудиторию потенциально наибольшее влияние. Mišljenja su i na zapadu i na istoku da takav format televizije putem interneta je bolje prihvatljiv, je prihvatljiviji za mladi auditoriju, znači za omladinu. У меня нет
как бы однозначного ответа на этот вопрос, но то, о чем вы говорите, будет рассматриваться. За sada ne mogu jednoznačno da vam odgovorim na to pitanje, ali ćemo razmotriti pitanje. Zbog putovanja gospodina... Samo kratko, molim vas. Имею право, так как я гражданин России, могу задать вопрос. Imamo građana Rusije. Вынужден жить по состоянию здоровья ребенка здесь, в Сербии. Здесь нам подходит этот климат и подходит эта прекрасная страна с ее людьми, похожими на нас. Да, и земля У меня такой вопрос. У нас сейчас в Сербии, насколько я знаю, около, там говорят, до 500 организаций, связанных, называемых так, сербско-русские удружения. Govori se o tome da već imamo oko 500 organizacija koje u nazivu imaju nekakve odnose između... Это первое. Второе. У нас очень много организаций, которые что-то уже делают. У нас есть и Конституционный совет, у нас есть и Русский дом. Я здесь уже живу 2 года. Вот. Но видеть, чтобы эти люди и все эти организации как-то в одном русле действовали, я этого не видел. Видел только то, что они подавали даже друг на друга в суд. I govori o tome da sve te organizacije koje rade i koje se nalaze na našoj teritoriji i u nazivu imaju srpsko-ruske odnose, deluju nesinhronizovano, različito i bez međusobne saradnje i ponekad su čak u konfliktu između sebe. I как раз это и наносит урон. I to je ono što nosi štetu ovoj celoj stvari. Вот я рад, что здесь открывается новая организация. Drago mi što se otvara nova organizacija takva. И хотел бы, чтобы прежде чем что-то началось в этой организации, она хотя бы провела некий анализ, некое анкетирование, некую диагностику вообще вопросов, которыми хотят в будущем заниматься, чтобы потом нам, гражданам России, да, которые здесь живем, не было бы, как бы сказать, по-сербски криво, за то, что происходит. Да. Neko ispitivanje javnog mnjenja o tome šta bi ljudi želeli da od takve organizacije dobiju, šta bi želeli da ta organizacija radi, kako bi se ljudi mogli snaći i ovo se pogotovo odnosi na naše drugove iz Rusije koji ovdje žive, kojima bi to pomoglo da se orijentišu i da im sve to olakša život. Да, на меня бы хорошо повлияло, если бы наши организации внимательно следили за тем, как здесь живут русские. Потому что я живу хорошо, не вопрос. А есть и люди, которые живут не очень хорошо. I on predlaže da te organizacije u svoju delatnost uključe i brigu o Rusima koji žive ovdje, jer ima oni koji žive dobro, kao na primjer gospodin koji se ovdje obraća, a ima i oni koji žive lošije. Вот у меня вопрос. Будете ли вы работать все вместе, чтобы у вас и финансирование на все хватило, и сил для того, чтобы решить те проблемы, которые вы перед собой ставите? Znači, pitanje je da li ćete vi raditi zajedno i da li ćete imati dovoljno financija, odnosno izvora finansiranja, da biste mogli da ostavite vaše projekte. Здесь есть существенная разница между задачами, которые ставят перед собой организации соотечественников, и задачи, которые ставит наша структура. Postoji razlika između onih organizacija koje rešavaju probleme, kako se kaže, sugrađana, u smislu građana Rusije, i onih organizacija koje se bave međusobnom saradnjom između naroda. Евразийский проект – это международная организация, а не российская организация. Евразийский проект – это международная организация, не само русская организация. Ее приоритет – это экономика и информация. Приоритет те структуры je ekonomija. Экономика и информация. Ekonomija i informacija.
Я знаю, что существует более 300 русских организаций на территории Сербии. Да, познато mi je da postoji više od 300 ruskih organizacija na teritoriji Srbije. И мне, честно говоря, кажется, что это достаточное количество, чтобы не создавать еще плюс одну. I to je sasvim dovoljna količina organizacija, tako da nema potrebe da se još jedna stavi. А вопрос может быть в том, что нет яркого лидера. Problem je u tome što ne postoji značajna i jaka figura lidera, который при наличии определенных финансовых ресурсов и четко выраженных задач koje bi u situaciji kada su obezbeđene financije i kada su tačno utvrđeni zadaci смог бы стать признанным лидером для всей общины. Bi mogao da postane liderom koga priznaje cela organizacija. У меня перед глазами печальный опыт работы русских организаций на Украине. Ja imam u vidu tužno iskustvo takvih organizacija u Ukrajini. Где консолидация произошла только в тот момент, когда реально русскому населению возникла серьезная угроза. Gde su se te organizacije objedinile tek u situaciji kada se pojavio veliki problem. А консолидация нужна тогда, когда ситуация спокойная, как в Сербии, когда есть возможность понять сферу ответственности и кто эту ответственность должен прежде всего на себя взять. Konsolidacija je neophodna ranije, još do tada i pre nego što se pojavi takav veliki problem i upravo zato da se oni ne bi pojavili. U cilju sprečavanja takvih događaja. A sada, zbog putovanja u nama daleku i prijateljsku zemlju Rusiju, molim vas da jednim gromkim aplauzom pozdravite gospodina Aleksija Varsova i gospođicu Ljiljanu Kušević. Sada možete da pođu, ali vas ostale molim da učestvujete u nastavku programa.